Путем многомесячных наблюдений и испытаний сотрудники Россельхозцентра нашли идеальные пропорции добавок и пестицидов для наиболее хорошего роста и приживаемости растений. На этом участке в 20 гектаров и проходят полевые испытания. После обработки растеневоды проводят анализ и записывают результат до и после. Сейчас как раз самое благоприятное время для опрыскивания пшеницы и ячменя. На специально оборудованной технике Мусат Зарахов опрыскивает ячмень специальной смесью. Работу механизатора он осваивает с 2013 года. По его словам, главное в этом деле скорость. Времени не так много. Качество усваиваемости растениям добавок и удобрений зависит от погоды. Работа нормально продвигается. Единственное, жара мешает. Дожди мы терпим, если дожди будут, это плюс. А вот жара, это в жару нельзя опрыскивать. Сейчас в данный момент опрыскивание идет против клопа черепашки, там, шведской мухи и тому подобное. Ну, против насекомых обрабатываем. И плюс добавочно микроудобрения вносим для качества зерна. Наш регион считается наиболее непредсказуемым в климатических условиях среди всех северокавказских республик. Наиболее эффективно себя показали гуматы и микроудобрения трех производителей. Гумат-7 – это микроудобрение, он используется он как регулятор роста, укрепляет корневую систему и повышает урожайность. Также мы испытываем препарат «Восток-М». Это микробиологическое удобрение. Это удобрение в первую очередь он восстанавливает микроорганизмы, недостающиеся в почве, укрепляет иммунитет, улучшает качество зерна, повышает урожайность. Точно так же мы испытываем микроудобрение Мариэль, Республика Мариэль. Также это микроудобрение для восстановления и увеличения качества зерна, для увеличения урожайности, для восстановления микроорганизмов, для улучшения корневой системы. И все эти три препарата мы здесь на площади 20 гектаров испытываем, потом анализируем. Полевые испытания – очень важный процесс для показателя урожайности нашего региона. Лучшие европейские сорта озимых и яровых культур зачастую не приживаются у нас. Поэтому сотрудники Россельхозцентра методами проб и ошибок стараются подбирать идеальные сорта и добавки к ним. 2016 года результаты есть. На сегодняшний день, если посмотреть наши контрольные участки и участки, где мы применяли микроудобрения и гуматы, мы видим по колосу, по росту и по развитию растений, что намного лучше и качественнее. Что я надеюсь, мы получим намного больше урожая сравнительно с контрольными участками. В конце года мы будем рекомендовать сельхозпроизводителям под урожай 2022 года, какими препаратами работать, какими лучше работать для повышения качества зерна. С 2016 года проделана большая работа. Показатели урожайности региона постепенно увеличиваются. По словам растеневодов, если все испытания пройдут по запланированному сценарию, урожай 2022 года станет лучшим за последние годы. Идрис Ижиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.